И вижу лица я надменные моих прапрадедов татар, а рядом пленники согбенные, и стар, и млад. В юбилейный день издательства «Доля» в Крымской республиканской библиотеке для молодежи звучат стихи Валерия Басырова. История ведущего медиахолдинга началась с инициативы именно этого поэта, книгоиздателя и главного редактора журнала «Крым». Сборник стихов «Нечаянная оттепель» стал первым печатным изданием поэта. За 48 часов она прошла свой путь от типографии до киноторговой сети. Это был рекордный темп. Сборник стал самым быстрым изданием СССР, а для Валерия Басырова – началом его книгоиздательской деятельности. Вот тут выставка, да, можно посмотреть на выставку. То, что я смог привезти, потому что, книги тяжелые, объемные. Но вот они, это свидетельство нашей эпохи, то есть 30 лет. Я рос с этими книгами, они во мне, и я живу с ними. Это моя жизнь. 3 журнала «Крым», «Доля» и «Долька» объединяет крымский медиахолдинг «Доля». Многие его издания уникальны тем, что нигде не печатались ранее. Журнал детский, в котором публикуются дети от 5 до 15 лет. И только по одному взрослому писателю: один прозаик, один поэт, один композитор. Журнал полноцветный, красочный. Книги классиков и современников, миниатюры, многотомники, поэзия, проза, история и фантастика. Объединяет многообразие жанров высокое качество издания. Для любого автора все его книги очень ценные, утверждает главный редактор газеты Яны Дунья Сейран Сулейман. Издательство «Доля» печатает на разных языках, но весомая их часть – это крымско-татарская литература. Свои первые идеи медиахолдинг реализовал в нашей редакции Яны Дунья. С того момента мы и поддерживаем с ними тесную связь. В частности, мою первую книгу выпустила именно «Доля». Отслеживать истории издательства можно по обложкам книг. Сначала минимализм в оформлении, а потом и иллюстрации от художников-оформителей. Вот писатель, он не задумывается, о чем он будет писать, и как он будет писать, и что он будет писать, и в каком жанре будет выступать. Пришло озарение. Есть материал, и либо он собирает материал, и он чувствует, ему эту книгу надо сделать. Он ее пишет просто. Издательство «Доля» выполняет важную миссию, ведь большая часть книг – это социально значимая литература. Все эти 30 лет медиахолдинг переплетает духовное богатство народов России. Наджия Исаева, Аким Бекиров, телеканал «Миллет».